всем привет! Как мы видели на календаре, за бортом температура минус 14 градусов. На календаре у нас 7 декабря. Давайте коротко покажем, что у нас было с погодой. Да, туман. С погодой было тут у нас вообще капитально. Вон, как мы видим, 2 метра снега уже. Чистили снег, откопали Ромкину машину. Вон, выше забора уже снег. В общем, едем, друзья. Это сейчас туман мне вообще говорить не даст. Едем на проверку наших 3 палок. Стоп, вы даже не в курсе, наверное. Если помните последний ролик, то что был на канале, я сказал, что пора переезжать. Так вот, на следующий же день, буквально это было в субботу. Да, в субботу я съездил. С разведкой было минус 24, сильнейший ветер. В общем, много немного, мало не мало, но поставил я 3 палки. 3 палки поставил как продольники. Замучился, конечно, потому что течением не сносило, все вставало колом. Ветрище с морозом ничего не давали делать. Пришлось далеко идти пешком. Но в планах было выставиться здесь продольниками, съездить домой. Вчера был понедельник, вчера планировал поехать домой, все там поднять и здесь рыбачить возле дома. Так вот, поступил звонок. И помните, я вам говорил, ко мне едет Андрей Новиков, Дрюня. Потом он что-то планы поменялись, на первый лед не приехал. Сейчас он позвонил, сказал: Геннадьевич, еду. Так что планы тут же поменялись, потому что в деревню я не поехал. Палки мы не только будем наживлять и оставлять, мы, пожалуй, еще добавим. Где-то около недели будем там рыбачить. В общем, будет у нас рыбалка с Дрюней. А здесь, если уже снасти поставлены, то надо съездить проверить. Так что сейчас вот машина прогрелась. Выезжаем, глянем. Главное, чтобы дорогу почистили. Здесь очень узкая дорога была, только в одну сторону. Если встречка, то разъезд очень и очень тяжелый. Так что у нас впереди рыбалка. Анонсом вам говорю, рыбалка будет минимум как неделю, наверное. Рыбалка на реке, на озере. Все интересно. А здесь мы сейчас проверим и, наверное, даже не будем наживлять. Потому что за неделю, если что-то попадется, даже испортится. Так что оставим все как есть. Ладно, да, главное добраться до места, и там мы посмотрим, что и как. Погнали. Время 15 минут 3-го, а на улице уже начало темнеть. Вот такой вот короткий день у нас на севере. Вообще ничего не успеваешь. 8 светает, в 2 начинает темнеть уже. А еще где-то 2 недели будет все день короче и короче. Только после 22 декабря потихоньку начнет, где-то числа 25 декабря начнет удлиняться. Так, у нас небольшая радостная весть. Дорогу все-таки мы, как видим, вот прочистили. Если 3 дня назад я здесь ехал, была собачья тропа, только одна колея натоптанная, то сейчас, по крайней мере, если даже будет встречка, уже можно разъехаться. Это не может не радовать, это очень хорошо. И я так думаю, скорее всего, уже начали заливать переправу. Сейчас мы доедем до переправы и это увидим. Если будут заливать переправу, то до того места, где я поставил палки, в принципе, будет недалеко. А так придется нам сегодня пешочком топать еще где-то километра 3, наверное, как минимум. Так что проверочка у нас будет под фонариком, но ничего страшного. 3 палки это не 30 палок. Надеюсь, долго задерживать не буду. Планы меняются. В планах было поднять возле деревни все палки и начать рыбалку здесь, возле поселка, возле дома, чтобы далеко не ездить. Ну, если Дрюня едет, значит мы там порыбачим еще недельку. Ну, а потом уже поднимем и уже поставим здесь. Будем рыбачить возле дома. Так, что мы видим? А мы видим кирпич. Видим ниву длинную. Так, куда-нибудь надо поставить. И видим, что начали заливать переправу. Это очень хорошо. Сделали разметку.
уже залили первый раз вроде бы как. Палки стоят слева, справа. За 2 дня начали заливку переправы. Это очень хорошо. Значит, я так думаю, если будут морозы, если будет погода, пока мы рыбачим возле деревни, уже переправа будет готова, я надеюсь. Ну все, теперь ставим машину и пешочком километра 3 по реке. Итак, вот, друзья, мы на наших палках. Вот одна палка, вторая палка, где-то метров через 7, наверное. И третья палка там, ближе к берегу, был зашугованный лед. Я поставил туда, не знаю, ушла, не ушла под лед. Вопреки ожиданиям, то, что я думал, что минус 23 там замерзнет, вон, ничего не замерзло. Лед вот так и есть, под снегом ничего не замерзло. Сверху вот наледь, каша, под кашей тонкий лед. Я думал, хоть верхний слой немного поддержит. Нифига. Вон какая была каша, такая и осталась. Ладно, туда мы еще доберемся. Вот хрустит все. Отдолбили первую палку. Здесь у нас тюрьма. И сейчас мы посмотрим, попало ли что-нибудь у нас на новом месте. Здесь типа продольников у меня. Типа, потому что ну, вроде и не крючки, вроде и не продольники. Что-то среднее. Так, ну чё? Так. Давайте сначала проверим, а потом уже все остальное. Мне не терпится проверить продольник на новом месте. Натяжки нет. Натяжки нет. И что самое удивительное, был вот живой живец. Второй живец, не живой, дохлый, но он, рыбы нет. Не знаю, куда ушел у меня продольник, может быть под лед туда. Но ничего нет. Вот один пустой крючок, кто-то был. Тоже неутешительный прогноз-то. Второй пустой крючок. Третий малек сдох. И 3 пустых крючка, 2 живых малька и 2 дохлых. Не весело, пока не весело. Ну ладно, у нас еще 2 продольника есть. Так, вторая палка готова. Когда в этом году лед-то будет, интересно знать мне. Блин, вроде мороз давили, а видишь, снегом накидало. И под снегом ни хрена не хочет замерзать. Так, тут что-то вроде бы какая-то даже натяжечка есть. Ну да, что-то какая-то рыба здесь есть, идет. Тут у меня продольник с лески. А что-то дергает. Так, надеюсь, видно. Блин, крючок цепляет. Крючок цепляется. Блин, вроде одинарные крючки. А цепляются. Так, вот он, язёчек на 3-м крючке. Не крупный язь вот такой. Так, и что есть еще, что нет? И что-то еще небольшое есть, типа маленького налимчика, что ли. Тут кто-то был, замотал, ушел. Тут кто-то был, тоже ушел. Скорее всего, это маленький налимчик. Нет, тоже язь. Тоже язь. Никуда от вас не деться. В Покче язи, в Троицке язи. 2 язя. Ну не пусто. А налима нет. Нет, а налима нет. Так, где у нас живцы? Живчики сегодня у нас в маленьком ведерочке. Ну вот, второй продольник рядом. 2 язя. Остался еще у нас 1 продольник там возле берега на зашугованности. Вот так вот. Ладно, не хотел наживлять. Пусть висят.
посмотрим. Ну вот и третья палка готова. Смотрим. Здесь у нас тоже продольничек. Не длинный, не короткий, такой средненький. Крючков 5 вроде бы. Так, что-то накрутило, навертело. Непонятно что. Ну и что там? Какая-то натяжечка присутствует. Что-то есть. И что-то вроде бы дергает даже. Скорее всего, это язёк. О, больше всего мне поражают живые живцы, живые мальки. Не так-то много здесь и рыбы, оказывается. Маленький налимчик. Вот такой вот малышок. Раз. Малышок 2. Малышок раз, малышок 2. И что мне с вами делать? Что мне с вами делать? Да ничего, отпустить, пусть поплавают. В надежде на трофейного. Так, здесь у меня малек живой. С вас все равно ничего не сваришь. Заглотить вы уже заглотили все, что можно. Так. Иди гуляй, Вася. Тот, конечно, живой, ой, здоровый для живца. Вон, 2 небольших налимчика. Пусть поплавают. Здесь как бы течение слабое, не сильное. Может взять щука, может взять крупный налим. Будем надеяться. Что теперь? Пусть поплавают. Вот такой вот у нас улов. Получается 2 язя, 2 маленьких налимчика. 2 язей мы сняли, 2 налимчиков оставили. Наживляем все мальками. Между верхним плавником и позвоночником. Так они живут долго. Как мы видим, за 3 дня еще некоторые живые. Сколько? 5, да, крючков получилось? Или 6, я уже не помню. Все. На этом проверка продольника у нас закончилась. Так быстро я еще не проверял. 3 палки. Все было очень быстро. Это не 30 палок. Ну вот и все. Ну что, друзья, вот наш сегодняшний результат на 3 палки. Это вот 2 таких вот язечка. Это была у нас самая короткая проверка в этом году пока. И хочу вам сказать, сейчас будет небольшой перерыв по роликам, где-то около недели, наверное. Как уж говорил я вам, едем на рыбалку с Андреем Новиковым, с Дрюней. 2 канала, будем рыбачить неделю как минимум. Но зато по приезду у нас будет целый сериал интересных фильмов. А что будет интересно, это я не сомневаюсь. Будет клевать, не будет клевать. Будем рыбачить на реке, на озере. Жить на летней кухне, в избе. Возможно, в палатке. Ну, ночь очень длинная, палатки навряд ли. Но рыбачить в палатке будем. Скорее всего, мы возьмем. Потому что не знаем, какая погода будет. Сегодня днем в 3 часа он уже выехал. Ночью приедет ко мне. И все будет на высшем уровне. Так что не переключаемся. До встречи на канале Коми Рыбак. Скоро будут интересные ролики. Всем пока.